Добрый вечер. Уже 6 и главное вторник, да? Добрый вечер, дорогие веганы и сочувствующие им мясоеды. Да, сегодня будет такой час Кашпировского, мы будем вас лечить. Так что все приложите руки к своим телеэкранам, которые бьются током, как в старые советские времена. И У нас в гостях Рома Редман, шеф-мясник из Redman's Kitchen, это так называется. кулинарный канал, с чего, в принципе, все и началось, да. А также шеф Митерии. Митерии. Мит Папец и Митерии Чак. Мит Папец Москва, Чак Санкт-Петербург. Два города на сегодня присутствуют, да. Да, и Сергей Квасов, шеф Мит Папец. Москва. Мит Папец это такие... Мясные марионетки. Да. Что мы Да, сегодня мы делать? поговорим об альтернативных стейках, о правилах приготовления, элементарных вещах, которые нужно соблюдать во время приготовления того или иного стейка. Поговорим о вызревании, о производстве. Ну, постараемся максимально за час. Если успеем. Но самое-то главное, ты объясни, что такое альтернативная вот эта вот самая говядина. Но, да, многие не понимают, но это сейчас тренд. Сейчас в каждом городе, мне кажется, есть стейкхаус, заведение, бар, где представлены эти куски мяса, которые в разы вкуснее, чем премиальная труба. Это тонкий толстый край и вырезка, другими словами, тендерлойн, стриплойн и рибай. Альтернатива — это все, что не премиальное. То есть получается, премиалка вся идет по ребрам, и здесь немножечко в середине, а остальное... Себе не Смело показывать на Это себе, нормально, да? нормально. Я не боюсь. Не боитесь меня разделать. Вот. Ноги, грудь, несколько вкусных стейков, лопатки в шейной части, живот, диафрагма. В общем, все, что можно есть. В этих стейкхаусах готовится из того, из чего не готовят из других Из стейкхаусов. того, что в принципе сложно приготовить, Да. потому что каждый отруб имеет свою особенность разделки, каждый отруб имеет свой фудкост, это такие же поварские слова, фудкост, маржинальность. Каждый отруб имеет свою сложность разбора той или иной части, поэтому не все шеф-повара хотят с ними связываться. Короче, с потому что премиальными, с премиальными работать легче, потому что ты его знаешь, что получишь, да? Вот тебе дают такой Ну, кусочек смотри, вот красивый. Вот на хлебе покажу. Ага. Вот это премиальный отруб. Ты смотришь на него, вес у него там... Это премиальный отруб, если это хлеб Германа Стерлигова, извини. А это так, альтернативный, хорошо, Вход да. тем самым запрещен. Вот, ты, грубо говоря, смотришь, прикладываешь линейку и пошел отрезать его по 2,5, там, 3 сантиметра, в зависимости от веса, который у тебя в ресторане. Все, у него нет никакой зачистки практически, у него нет никаких особенностей разделки. Никаких лишних движений, Никаких короче. лишних движений. И большая часть всякой информации теоретической, которая висит в интернете, это там 2,5 минуты с одной стороны пожарь, 2,5 минуты с другой стороны пожарь, это не подойдет к альтернативным трубам, потому что здесь у тебя одинаковые куски, одинаковая температура мяса, одинаковая жирность. В альтернативных трубах, вот, пожалуйста. Да. Вот. Что это такое, кстати? Это фланг, это мышца живота. Вот как его нарезать ровно, как его правильно зачистить, не все знают, не все догадываются. Как его потом правильно жарить и как нарезать. И то, что вот этого стейка из-за того, что у него широкие достаточно волокна, его нужно немного надрезать, чтобы тепло лучше внутрь проникало. Вот, то есть куча всяких нюансов, куча всяких сложностей. И если ты премиальный отруб можешь есть от слабой прожарки до максимально высокой, который мы готовим, это medium well, потому что well done мы не готовим, расскажу чуть попозже по какой причине. Вот, то этот стейк максимально его и комфортная, и классная прожарка, это medium rare. Когда же готовишь medium, он уже теряет все свои вкусовые качества. Значит, что мы сегодня делаем? Да, Мы сегодня приготовим... мы стейк не будем делать. Мы будем Мы делать можем другое. приготовить как стейк, так и тартар. Окей. Все альтернативные отруба хороши и посолив, поперчив, пожарить. Хороши и длительной и короткой мариновки, то есть его можно на сутки замариновать, потом томить, тушить, жарить, коптить. Они как пластилин, из них можешь делать все, что хочешь. Вот, из него мы приготовим тартар, ну также мы можем, в принципе, приготовить из него стейк. Правда, любому стейку важна температурная обработка, в идеале это, конечно, огонь, газ, Давай угли. лучше тартар. Сделаем из него Да, тартар. мы будем сегодня есть сырое мясо, но не только. Что мы будем сегодня готовить? Еще у нас есть мозговые косточки. Мозговые косточки, А еще минут которые тоже не часто А вон встретишь в там справа, ресторане. Хотя, казалось бы, да? Да, это Классная вкусная, штука. деликатесная история. Из нее можно как варить наваристые Ой, они уже хорошие такие бульоны. распиленные. Какая она милая косточка на этой на тарелочке. Да, Старали просто. Они уже распилены. Вот как раз таки вот этот костный мозг. Очень вкусная штука, очень сытная. Покажите. И отличная закуска к разным всяким напиткам.
Не безвредным. Не безвредным напитком. И безвредным. Да, в Великобритании, в Шотландии их подают в пабе. В паре с сангритой и с напитком из агавы. Кому 18+, тот поймет, что за напиток. 21+. Вот. История поедания их какая? Они жарятся, куча разных маринадов для них можно придумать. Они жарятся, вычищается весь этот костный мозг, выкладывается на хлеб с соусом. И 2 шотика сангрита, это томатный сок, грубо говоря, с апельсином и со специями. И напиток из агавы. Кто-то, по-моему, даже назвал блюдо это тем, что он хотел бы съесть последний раз перед смертью. А кто? Я сейчас не вспомнил. Я думаю, таких людей было несколько. Я думаю, таких очень много людей. Ну что, давайте начнем. Да. Тартар. Вот, Или забыл нашел- историю да. про косточки рассказать. Вытаскивается весь костный мозг. Прям сейчас. Не сейчас, когда приготовится. Да. 2 шотика, вставляется как трубка в рот, наливается напиток из агавы, и следом идет сангрита. Это своего рода еще такой экшен. А потом чокаются косточками, типа, все классно, все хорошо. Давайте чокнемся, что. Так, давай начнем с чего? Начнем. Тартара? Давай начнем с тартара. Вот, покажи, как А сколько разделывать. кости это запекаться? Может, Минут, в зависимости от духовки, минут от 10 до 15 минут. Может, туда поставим туда? Может, Им надо поставим? поперчить? Нет, не надо, или потом-то все. Смотри, давай, знаешь, как мы сделаем? Мы сейчас сначала приготовим к ним соус, подготовим всю сервировку, которая нам нужна, и займемся приготовлением костей. А тартар уже потом нарежем. Окей. Посмотрю, что он тут пишет. Дайте задание. Альтернативная говядина звучит так, что не ухмыльнуться сил нет. Ну, господи. Альтернативные отрубы, отруба. Да, и всё перед тем, такое. как мы готовить, они слушают Limp Bizkit, Linkin Park. Да, потом И System of a становится альтернативой. System of a Down становится из шансон говядины, превращается в альтернативную говядину. Что характерно, если сделать с одним куском мяса, ну, то есть поставить Limp Bizkit и Михаила Круга, получится абсолютно разные. Серега? Да? Как в фильме про воду, что ли? Это мясо Да, слушало да, классическую музыку. Значит, мы сейчас мелко... Все время вот повара неправильно ставят ударение. Кинза или кинза? Какая разница? Главное, чтобы люди поняли. Кинза. Мы Ладно. говорим и так, и так. Многие... Кориандр в листьях. Значит, будет 2 соуса. Первый соус для карамелизации костей. То есть мы сделаем соус, обмажем Сверху, косточки. ага. Да. И так как в устричном соусе достаточное количество сахаров, мы закинем его в Это духовку. устричный соус. Это устричный соус. И масло. Потом будет у нас чеснок. Зубчика будет достаточно. И такой пышный пучок кинзы. Кориандра. Да, я забыл важную вещь сказать. У нас сегодня еще есть же подарочки. Мы, правда, пока не придумали, за что их дарить. У нас есть вот такая вот Ромина футболка, Meat Puppets, мясные марионетки в манере Cannibal Corpse. Да, ребята, Вот. у нас коллаборация с Twin Да. Stout. У нас куча Вы всяких- что такое? Это такая Ну, типа которая футболка. делает Ага. футболки, да. Мы сделали на манер Нирваны, альбом Nevermind, Ага. где там бородатый голый мальчик плывет. Мне очень нравятся футболки с Игорем Николаевым, где написано «Металлика». Такие, знаешь, вообще роскошь. И у нас еще есть, внимание, 2 сертификата на 3000 рублей в Meat Puppets на Новослободской. Это в Москве. Это, ну, приходишь, ешь и платишь вместо денег вот. Приходишь, ешь и убегаешь. Да. У нас еще есть значки и наклейки, но, наверное, мы их оставим себе. Что я хочу сказать, мы еще не придумали, за что мы будем дарить. Мы думали вот это дарить за 2 лучших вопроса, а это за самый худший. Но, возможно, все будет наоборот. Мы, значит, готовим 2 соуса. Один соус будет для запекания косточек, который мы смажем аккуратненько, косточки закинем в духовку градусов на 190-200 и оставим их запекать до того состояния, пока с них треть, наверное, жира не стечет на противень. И сверху не закарамелизуется соус на основе устричного соуса, чеснока, кинзы, сока лайма. Рома, а ты давно И в масло. кетозе находишься? В чем? В кетозе. А кетоз это что? Это состояние организма, когда ты ешь только белок. Это, древние люди находились всегда в кетозе. Мне кажется, Палеонтологическая с самого диета. рождения. Да? Я как вот это... Нет. Родился, сразу хотя бы меня... один овощ съел в сразу своей жизни? белком меня закидали всем. Овощ? Да, овощи. Я не против овощей. И Ну, ты просто овощи не ешь. Они мне просто не нравятся. Овощи, не, мясо, просто кусок мяса есть, просто вот кусок мяса. Это вкусно, это классно, но когда ты ешь овощи, во-первых, организм лучше усваивает этот кусок мяса, во-вторых, ну, овощи нужны человеку. Да ладно. Ну, конечно. Странно слышать это от тебя. Смотри, тут спрашивают, кстати, вот это мраморная говядина или нет?
Да, это вот сейчас идет такой тренд, Да. как лет, наверное, 5 назад был тренд на меню на открытом огне, гриль-меню, гриль-бар. Вот люди любят хайпить вот на том, что популярно. Да, это мраморная говядина, это Black Angus, это зерновой откорм, это российское производство. Это Всё, Мираторг. Да, это Мираторг, который я не люблю. И поэтому ты делаешь из него тартар, да? Ну, к сожалению, не хватает всего мяса, которое я прошу от поставщиков. Есть еще Prime Beef поставщик, Воронежская область. Они классные, они честные. Я их очень люблю, но, к сожалению, у них нет того объема, который мне нужен. Ну, потому что не хватает, конечно. Просто не хватает. Как называют фланг на обычных совковых рынках, спрашивает Кирилл. Если ты купишь, Кирилл, фланг на обычном совковом рынке, ты можешь получить недоброкачественную говядину. Я не доверяю всем продавцам на рынке, которые продают говядину, которую можно есть сырой, по той самой причине, что я примерно знаю, как с ней обращаются на рынке. Я не уверен в качестве этой говядины, не уверен в том, что я могу там получить от этой говядины какое-то, не знаю, там А почему расстройство были желудка. красные, а какие-то такие белые? Это от красных коров, от быков, а этот белый. Что-то непонятно. Ну, есть такие же красные, а есть белые. А вот это Black Angus, видишь, у меня даже костей нет. Вот. Мясо для приготовления тартара на рынке лучше не покупать. Лучше покупать в заводской упаковке. Опять же, большое производство, куча ветеринаров, куча всяких разных анализов и проверок. Проверяют почву, воздух, воду, корм, берут кучу анализов непосредственно самого бычка. Они прививаются, как и человек, когда рождается, антибиотиками. Ну, что нам осталось? Короче, если подвести резюме вот этому всему спичу Ромы, Рома не знает, как называется фланг-стейк на совковых рынках. Пашина, это вот что такое. Или покромка. Или покромка, да. Покромка. Я называю этот стейк... Стейк называется ромка и покромка. Да? Стейк, если можно назвать его над пипиркой. Покромка над пипиркой. Вот так вот это называется. Еще есть над пипиркой такая замечательная вещь, как хвост, из которой стейки не делают, но тушить. Так, Молодец. значит, один соус у нас будет для глазировки. Ага. Это вот такая вот получилась. Хряпочка небольшая. Да. Вот, а второй соус у нас будет на основе майонеза, меда и горчицы. Этот Классика. соус будет намазываться на хлеб, который мы чуть подпечем. Этот соус у нас будет мазаться на косточки. И он достанется автору худшего вопроса. на лицо. Да. Вот. И суть какая? Вытаскивается костный мозг, кладется на смазанный вот этим соусом хлеб и поедается. И с сангриточкой. И сангриточка, да. И это прям вот божественно. Покромочка это с супер сытно. И многие говорят, о, что нам принесли 4 косточки, мы же не наедимся. Что это за закуска? На третьей косточке человек говорит, что-то эта штука очень сытная. Это вот забавно, я с этим сталкивался очень много раз, и человек заказывает там косточки, там, кусок мяса, еще овощи, там какие-нибудь гарниры, съедает порцию костей и говорит, я стейк не хочу уже. Давайте уже отправим это все. Так, давай, значит, смазываем кости. Венера Серёж. Смирнова пишет, что вот эти. мраморное Есть? мясо принято считать включите эталонным плиту, по она качеству меня одолела. продуктом. На самом деле, Венера, мясо 200 давайте. бывает хорошим разное. Бывает даже мясо хорошим, вкусным от 6-летней коровы. Оно тоже вкусное, насыщенное говяжьим вкусом. Но не все мясо подойдет на стейки. Абсолютно, да. Мало вырастить бычка, мало вырастить корову, а едят как бы бычков, так и коров. Ну, Black Angus единственное едят по большей части только бычков, по причине того, что у них мышечная масса быстрее растет, больше набирает жировой прослойки. Та самая история. Вот многие говорят, что жир это вредно. Нет, жир это не вредно. Это вкусно. Это помимо того, что полезно, потому что обмену веществ человеку нужен жир, нужен обязательно жир. И вегетарианцы, запомните это. Также жир придает весь вкус. Вегетарианцы едят авокадо. Орехи. Орехи. Ну ладно, пусть едят, нам больше мяса достанется. Ладно. Чем вам не нравится Мираторг, пишет Николай Куликов. Поподробнее, если можно, спасибо. Своей ценовой политикой. Агрессивный? Агрессивной ценовой политикой и отношением менеджеров непосредственно к людям, которые работают в ресторане. Приходит человек к тебе, это прям вот правдивая история, садится перед тобой, начинает говорить о том, что Скандал, интриги, расследования. на следующей неделе на 30% поднимутся та и та позиция. И сидит такой, и вот с ухмылкой смотрит на мою реакцию. Я говорю, ну, ёкарный бабай. А Prime Beef?
Prime Beef изначально сказал: ребята, у нас качественное мясо, у нас качественный корм, у нас соблюдаются все эти технологии стандартные, и у нас высокая цена по причине того, что Ясно. мы вот изначально честны. Ясно. Вот, когда я начинал, скажу так, когда я начинал работать с альтернативными стейками, вот этот кусок мяса за килограмм стоил 274 рубля, я как помню, первый заказ. я Нормальная сделал. цена. Сейчас он стоит от 700 до 1000. Ненормальная цена. Прошло 3 года, в 3 раза увеличилась цена. Когда поднимали цену 2 года назад, когда был вот кризис, когда евро поднялось до 120 рублей, я задал вопрос, что цена так выросла? Он говорит, Если вы корм, делаете это все в России. корм зарубежный, там, оборудование зарубежное, ладно, проглотили, окей. едем. Корм зарубежной кукурузы, которые растят на полях. Ну, вот такая байка. интересно. Окей. Проглотили, прошло 1,5 года, мясо выросло в цене до 1000 рублей. 1020 максимальная цена, которая была. Я говорю, а сейчас что? Ну, сейчас же это же, блин, эксклюзив, это дефицит. Кризис. При том, что в Брянской области Мираторга просто половина Брянской области занята вот этими полями с бесчисленными... Скоро, мне кажется, будет людей выселять из квартиры туда запихивать. Я был там, и это произвело на меня неизгладимое Кости впечатление. ушли, да? Нет, греется плита. Греется духовка. Пока греется духовка, Серег, давай тогда нарежем хлеб. Ту же самую духовку, только Да, ну, попозже. просто Окей. его немного Окей. подклировать. Что там, есть Тогда вопросы? мясо чьего производства и главное, где лучше его покупать в розницу в Москве. Ну вот Рома говорит, что Prime Beef. Пожалуйста. Я не знаю, честно говоря, я сам Вилку. родом из Петербурга, там, в принципе, Что у вас? 90% времени своего провожу, ну, не знаю, могу назвать магазином. Называй, конечно. Все, Рома, Правда, спрашивают про Москву, но Ну, говори про Петербург. Серег, азбука вкуса. Ну, там дорого. Так, Очень. конкретно мясо? Как Да. я Где режу можно хлеб? в ритейле купить? Блин, на самом деле лучше ходить по специализированным магазинам. У них там цена привязана хотя бы к производителю. То есть конкретно магазин Мираторга. Да, Лавки. есть же И Мираторг. есть, это- по-моему, это магазин намного Prime дешевле. Beef здесь. Ага, я не помню, может быть, есть. При ресторанах можно купить кусок мяса. Уже вызревший. отрезанный, вызревший. Ага. Вот, в вакууме запакованный, с подробным описанием, как его приготовить. Ты можешь задать какие-то наводящие вопросы. Вот расскажи, кстати, почему нужно мясо вызреть и что это такое? Я объясню Чем на... не очень удачно парное мясо, почему нужно ему мясу вызреть? Значит, огромный миф насчет парного мяса. Вот есть магазины над надписью большим: парное мясо, у нас только парное мясо. Ну, У нас что вот хватит. забой был только вот сегодня. Да, на рынках особенно. И да, и на рынках. Парное мясо может быть 2-3 часа после забоя, пока оно еще не остыло. Поэтому и называется парное, потому что от него идет, грубо говоря, пар. После того, как происходит забой, происходит неприятная вещь, как трупное окоченение. Когда мясо становится прям вот натягивается, и нужно 3-4 дня, чтобы мышцы расслабились. Потом происходит как раз таки то самое вызревание, которое и дает стейку вкус. Что такое вызревание? Это, в принципе, ферментация. Аналогия. Снял ты зеленый томат с парника, закинул в темное место. Через 2 недели у тебя красный томат. Сладкий, сочный, вкусный, красивый. То же самое ферментация происходит и во время производства вина. То есть мало надавить. Просто... Нет, помидор не ферментируется, он просто Ну, дозревает. Дозревает, да. Мясо тоже вызревает. Но там, кстати, другие процессы Там происходят. тусуются, грубо говоря, в мясе те самые бактерии, Вкусные, самые которые вкусные насыщают бактерии, вкусом. да. Мясо нужно вызреть. Вызревает мясо у нас в наших широтах, и Роспотребнадзор разрешает вызревать там до скольки сейчас, до 35 дней, по-моему. 28? 28, да, 35, по-моему, сейчас идет. На свой страх и риск. Нет, Шепотом. Нет. Мясо вызревает в специальной камере, Да. где постоянная определенная влажность, где постоянная температура от 0 до там, плюс 0,001 градус, где постоянная вентиляция, где своя, грубо говоря, атмосфера. И там те самые бактерии. Плюс оно вызревает с жировой прослойкой, которая не дает бактериям, которые могут возбудить, так сказать, гниение, не проникает внутрь. Плюс бактериям внутри мяса делать, в принципе, нечего. Там нет той самой среды, с помощью которой они развиваются. И из-за того, что влага, температура, вентиляция, и нет никаких там кисломолочных продуктов в этой же самой камере, нет никаких там постоянных каких-то движений, открытия, закрытия того самого холодильника, где это все происходит, мясо вызревает. Мясо вызревает, как там, не знаю, сыр вызревает, как... что еще вызревает? Что еще вызревает? Хамон вызревает. Хамон вызревает, да. Тоже- То есть Хамон это вызревает. самая благоприятная среда, которая, грубо говоря, не знаю, как назвать, не на грани гниения, а на грани... Это контролируемое гниение на самом деле. Да, контролируемое гниение, вот. Не То есть очень есть вкусно. А вот неконтролируемое... повальное сейчас увлечение, ну не увлечение, а как бы у нас мода, все говорят, халяльная или там кошерная. Ой, я против политики и религии, и я в это не лезу. и даже Не, ну что оно какое-то типа круче. Это, насколько я Это знаю... маркетинг. Это банальный маркетинг. Это на самом обычный деле. маркетинг. То То есть есть нет никакой разницы. разницы по вкусу, я думаю, если положишь 2 куска мяса, перед тобой ты его поешь, не будет.
Я не экспериментировал, но мне кажется, что нет. То же самое, что без ГМО, фермерский, какой еще есть, эко, Органически. органический, это все... Ну, что-нибудь поделать, мне руки. Давай. Ты Давай, значит, что что-то делать. да. Вот тебе каперсы. Ага. Мы сейчас будем подготавливаться к тартару. Нарезать Вот их тебе надо, лук, да. Немного сейчас порежешь. Лук мелко, правильно же? Нет, лук мелко, смотри. Я вот так не умею. Ну, старайся. Это у нас Рома так другой умеет. Нарезаем лучок. А потом мелким-мелким кубиком. Мы будем готовить тартар, и чтобы лук был незаметен в тартаре, чтобы он придавал понятно, вкус, да. но ты его практически не чувствуешь. Мы уже плавно переходим к тартару, потому что косточки мозговые уже практически готовы. Нет, не готовы. Стоят Я сзади, наврал. маринуются. Мелко нарезаем лучок. А можно плиту включить сразу? Можно. У меня вообще крупно получилось. Я не могу так... Вот с каперсами у меня быстрее получится, чем с луком. Ну смотри, мы Особенно сейчас такими вот этими маленькими кубиками, как у тебя. перережем каперсы с луком, соединим их вместе. Немного масла, растительного либо оливкового, в принципе, без разницы. И обжарим. Как только лук начнет получать колер, мы возьмем красное сухое вино. То есть это будет тартар с жареными вот этими всякими... Да, предыстория. Когда я готовил тартар, ну, классический тартар готовится с горчицей, там, с луком, Да. с каперсами. Что в него еще в классический? Я уже забыл что-то. Некоторые кладут туда яйцо. Корнишоны. Яйцо. Корнишоны, да. Корнишоны, да. Я решил Это немножко мясо и пойти... соус тартар. То есть обычно. Ну, не совсем. Ну да. Предыстория такая. Я не люблю каперсы, терпеть их не могу. Но они по правилам должны идти. Я думал, что бы сделать такое с ними, Нет уж, я это делаю. Не знаешь, ну... чтобы они были, чтобы было вкусно. Окей. Но в тот же самый момент они как раз таки вот этот вот привкус неприятный. Ну, дело в том, что этот привкус, он же еще нужен для тартара, потому что он маринует мясо. Это всё, Мы да, мясо вся- будем мариновать. А, я понял. Как его называют повара, ворчестером. Правильно, он там вустерширский. Даже бустерский вообще. Вустерширский. У него куча, в принципе, названий какой-то называют. В принципе, это уксус. Мы будем добавлять Ну, вообще, сок лайма. 95 уже. Сколько вам нужно градусов для... Сколько там? 195. Я просто... Ну все, можно ставить. Мы добавим сок лайма, А, ну тогда хорошо, да. и все. Грубо говоря, мясо немного подмаринуется. Да, объясни, для чего нужно мариновать тартар. Ну, в смысле, мясо для тартара. Ну, во-первых, выделять из него вкус. Во-вторых, входит такой миф, я не знаю, верить в него или не верить, он убивает некоторые бактерии, которые могут навредить человеку. Ну, я не знаю. Там же Ну, просто... уксус есть. Да. Нет, Но- на самом деле он нужен для безопасности, этот соус. Да, я бы не сказал, что для безопасности. То же самое, как ходит миф, имбирь маринованный в суши-барах подают соевый соус и васаби, все, ты все смазал, значит, ты обезопасился. Нет, обезопасился ты, когда делаешь суши из мороженой рыбы. Вот и все. Из мраморной рыбы. Да, из мраморной. Из мраморного моря рыбы. Так, сейчас мы зачистим фланг. Вот расскажи, что нужно сделать с фланком, чтобы сделать из него тартар? Ну, И из чего обычно делают тартар? Сейчас расскажи. Обычно делают тартар из вырезки говяжьей. Но я с этим продуктом давным-давно уже не работаю. Так, ну. Потому что он слишком дорогой? Нет, он не слишком дорогой, он слишком скучный. Он слишком скучный, и я вырезку не люблю. Она проста в приготовлении, с ней скучно работать. Хватит? Чем же вырезка скучна? Она же вкусная. Нет, она не вкусная. Нет, если бы ты перепробовал столько мяса, сколько я, ты бы... Ты ел когда-нибудь? У тебя был такой опыт, чтобы ты ел одно и то же животное целиком? Вот одно и то же. Не разные части разных животных. В говядине я люблю все, кроме почек. Не знаю. Нет, я Нет, понимаю. имеется в виду, вот корова, Да. и звали там мурка. Был ли такой случай, что и ты вот всю мурку съел. целый год ел одного и того же бычка? Блин, ну если бы я, как Леонардо Ди Каприо, снимался бы в фильме «Выживший», я думаю, была бы такая история. Да. Нет, такого не было, конечно. Не, ну хотя курицу съедал целиком. Ага. Перепелку недавно тут ел. Я, Курицу съедал целиком ты за раз. ну, не один. Вдвоем мы съедали курицу. Ой, я надышалась там парами алкоголя. Это там вино. Да. Вот я фланг защищаю от пленочек, не нужно у меня жирка. Чем хорош фланг? В вырезке практически нет жира. Его там, ну, 0. Ну ты же Там сам же... пленка только ну, вот чуть-чуть. эта надо. Ну ты Да. вырезаешь сейчас А же. я сейчас вот этот максимально срезаю, но вот здесь, Ага. вот здесь не будет видно.
внутри у нее есть жировые прослойки. Маленькие, такие тоненькие. И когда ты ешь тартар из этого отруба, ты получаешь дополнительную тактильность и вот этот вкус жирка. Легкий вкус жирка, который придает вкус мяса. Плюс у этого отруба более насыщенный вкус, он более такой говяжий. Он интереснее, с ним интереснее играть, работать. Вырезка, по сути, безликая часть говядины по сравнению с фланком. Окей? Слушайте, а можно я вопрос прочитаю? Давай. Как можно определить прожарку мяса на ощупь? Какие части обычной говядины, не мраморной, можно лучше всего использовать для приготовления стейка? Так, ну про прожарку Да. это вот этот фокус, Ну, да? да. Не, он не работает. Не работает. Есть несколько отрубов. Например, Ой. топ-сирлойн. По-другому называется пиканье. Пиканье, да, где это Крышка много. кострица. Кусок стейка берешь, ну, все привыкли. Если мягкий, значит слабая прожарка. Плотный, значит все, well done. Ты кусок мяса начинаешь обжаривать с одной стороны, с другой стороны трогаешь, а оно прям как камень такой. То есть чем дольше ты его жаришь, тем оно становится мягче. Мрамор, да? Прям, ну вот реально плотное очень. И многие такие, о, я сейчас кину стейк, пожарю, кидают, обжаривают. О, нифига себе, уже волдан. Выкладывают на тарелку, а что такого быстро приготовил за 1,5 минуты. Начинают отрезать, а оно внутри даже не прогрелось. Поэтому... Epic fail называется. Epic fail, да. Как Для... сработает? Это прожарка epic fail. Вот для- что это для- такое. На ощупь невозможно? Можно именно премиальный. Тонкий край, толстый край, вырезку. Как раз таки можно ее проверить. Но, скажу так, когда я начинал готовить стейки, вот эти альтернативные, это было лет 5 назад, мне кажется, когда это вообще никто об этом Никому не знал. не Никто не нужно знал. было, Все да. знал, ну, только толстый край и вырезку. Все. Ну, и в некоторых заведениях Нью-Йорк был тот же самый тонкий край. Я тоже думал, вот, там, типа, я потрогаю, будет все классно, все замечательно. Нет, на многие части не работает это. В идеале, конечно, иметь хороший термометр для мяса, щуп. Да. Чтобы знать внутреннюю но температуру. за 500 рублей щуп нормально не купишь, потому что воткнув в середину части толстый щуп, он будет очень долго набирать себе температуру и, скорее всего, не покажет Наврет. температуру. Наврет, да. Хороший щуп стоит где-то $200-300. Заказать его можно на каком-то сайте Amazon поискать. Так, два вопроса объединю в один. Так. Первая часть от Николая Куликова. Велик ли шанс купить в магазине мясо больного животного? Например, мясо животного, болеющего раком. А второй вопрос. Если да, ели ли вы когда-нибудь мясо животного, больного раком? Я не знаю. Нет, просто больного животного. Тут окей, да. есть здесь деревяшка. Деревяшка, вот, пожалуйста. За всю свою карьеру я ни разу не слышал о том, что человек заразился каким-нибудь бычьим цепнем, получил отравление от мяса, что-то у него там произошло из-за того, что он съел какое-то больное животное. Ветеринаров еще никто не отменял. Есть ветеринары. Ни на рынках, ни в магазинах, ни на крупных, особенно производствах. Понятно, нет. Они за это деньги получают. Понятное причем дело, не маленькие. если повара относятся к говядине как непонятно к чему, его можно испортить, естественно, любой кусок мяса может завонять, испортить, его могут отдать, тогда да, отравление неизбежно. Прогнать, да? Прогнать, Как говорят так повара, да? Да. Вот, да, но я с таким не сталкивался. Я сталкивался, что люди травятся там от рыбы, от напитков всяких разных, от суши. Колбасой травятся. Но от стейков я вот ни Знаешь разу в жизни- анекдот, да? 90% пищевых отравлений начинается с фразы «Да что ему сделать?» Она в холодильнике была. Так, в чем ценность зобной железы и на что похож ее вкус? Если возможно сравнить. Ох, зобная железа очень редкая штука, я ее... Почему редко она в каждом животном встречается? А ее просто выкидывают. Ее просто выкидывают. В основном, да. Сейчас идет тренд на зобную железу, по крайней мере в Питере, в нескольких заведений стали ее подавать. Сложность ее приготовления в том, что ее нужно несколько часов вымочить. Вымочить в воде для того, чтобы она стала вкусной, и чтобы из нее ушла всякая вот... Я готовил ее один единственный раз, поэтому сложно ее просто реально достать. Не знаю, здесь можно зобную железу? Ну вот у нас недавно готовил здесь Она никому не нужна. просто. Анатолий Казаков, ему поставщик специально поставляет в Ну вот ресторан это и- селфи. если- Но он не вымачивает, он бланширует ее сначала. А, бланширует ее сначала? Да, Ну, в молоке. В молоке же? В молоке, да. Нет, я с человеком из мясной академии из Уругвая, мы с ним вымачивали в солено-сладком растворе, грубо говоря, как что-то
споласкивали от того, что Ага, после ага. стирки. И после того, как вода становилась просто идеально прозрачной, как слеза цыганки после замачивания, можно было... А чем отличаются слезы цыганки прозрачные? Не знаю, не видел ни разу. Просто есть такое выражение. И потом только И потом, вынимать, да, только он начинал выпаривать, там, добавлял шампанское, лук-шалот. Ну, такая вкусная штука. Я не знаю, на что она похожа, ни на что не похожа. По-английски называется sweet bread, то есть сладкий хлеб. У него есть такой сладковатый привкус. Есть, да, нежные. вот, есть немного такой сладкий привкус. Но в тот же самый момент, какой вкус у баклажана? Вот как его можно... Ярко выраженный баклажановый вкус. То же самое удобно. Что этот? Кушали шашлыки из говядины, мясо очень нежное и вкусное. Спросила, как мариновали, мне ответили, в соде мариновали. Соврали. Господи, зачем мясо мариновать в Да, соде? вообще там выше просили рассказать про разные маринады для говядины. Маринады для говядины. Для чего? Маринады для чего? Для шашлыков или для... Какие именно Да, маринады? потому что стейки мариновать не нужно. Ну, Ну, то есть можно, но нет, зачем? если, смотри, если у тебя какая-нибудь барбекю история, Красивая какая штука. да, вот как раз таки та самая мраморность, которая Ага. внутри стейка находится, она придает вот эту вот легкую тактильную вот эту вот. Верите ли вы в то, что коровьи бычки будут вкуснее, если наряду с правильным откормом включать классическую музыку и всячески их радовать? Я понял, ходит такой миф, и на самом деле в Японии Массируют, да, включают, массируют, подвешивают на специальные жгуты, кормят, поят пивком, хмелем, чтобы мышцы лучше росли, Чтобы кушали больше. чтобы кушали больше. Так, для тартара, да? Сюда? Ну, вообще это делается еще для того, Анна Дубленская, мы чтобы... не будем жарить никакой стейк, мы делаем тартар, Да. это сырое мясо. Это еще делается для того, чтобы животное не испытывало никакого стресса, чтобы Да, это все да, эти чтобы вещества, адреналина. которые вот, не впрыскивались в организм и было мясо вкуснее. Так что про маринад-то? Про маринад. Так, про маринад, да, Да. что очень много вопросов. Все хотят поесть Это на У 2000 Максима баксов. Карпышева из комментариев был случай, что его друзья на майские праздники обнаружили в морозилке шашлык, который оказался, лежит там уже год с прошлых майских праздников. Лучше. Пожарили, съели, мясо было очень мягкое, никто не отравился. И не жаловался. А что в морозилке с мясом-то будет? Ну да. Ничего с ним не будет, правда, срок годности. Диана Ли спрашивает, почему вы решили готовить говядину, а не свинину? Почему вообще говядина, а не свинина? Почему? Потому что я люблю говядину. Я люблю свинину, я ее не отрицаю, она вкусная, хорошая. Но я люблю стейки, я просто на этом специализируюсь. Еще досточку. Почему не делают тартар из свинины, скажи? На самом деле... Потому что можно умереть. Нет, на самом деле, вот Даже если свинья не больна я в свое раком, время да? опроверг о том, что тартар из курицы нельзя готовить. Но сейчас появились... Ну, курица не в рес- свинья. Появилось в ресторанах и карпаччо из свинины, Да? и тартар из курицы, но это в Европе. Я не знаю, каким это образом. Мне Я кажется, е- они маринуют. Слушай, мы пару недель назад были в Риге с коллегами, и я в ресторане ела тартар из страуса. Ну, я это, был- да, я- это я- нормальная я ел ситуация. в Польше тартар из Это страуса. нормальная ситуация, потому что у страуса даже мясо на говядину похоже по вкусу. Расскажите про самый необычный маринад, на ваш взгляд, или про несколько. Я не знаю, для кого он необычный. Кому-то необычный будет маринад, не знаю, добавить айран в шашлык. Для меня это простая история. А ты делаешь шашлыки, да? М? Ты делаешь шашлыки? Конечно. Не только стейки. Не только стейк. Ну, я просто... Профиль у меня говядина, но я готовлю А фас шашлыки. это шашлыки. Так, кто-то по имени Кейт Сойер спрашивает. Че? Кто? Готовили вы когда-нибудь бёв бургиньон? Какой вино лучше использовать? Как следует из названия, бургундское. Да. Бургундская, конечно же, Так, всего. пошла. Делаешь бёв бургиньон? Любишь ты или как? Как к тушеному мясу вообще относишься? Хорошо, отлично. Вот у нас рагу есть. Рагу очень вкусное. Хорошо тушить, как псы. Ну да. Вот, вкусно тушить мясо и мариновать мясо там часов 12 в каком-нибудь Гиннессе, в темном стауте в каком-нибудь, вкусно и в вине мариновать мясо. Карпаччо классное очень, если замариновать хорошем красном вине. Не за 200 рублей, как купленное в магазине. Вкусное, насыщенное. А за интересное. 250? Тоже то нет. получается, Рублей 700 тогда. Да ладно. Шато де Гран Пакет. Это наш фаворит в этом году, Шато Ле Гран Пакет. Знаешь такое? Это в Тверской области находится. Там знаменитые виноградники. В Тверской области? Конечно, едешь вот на Сапсане, едешь, ты мимо них проезжаешь, просто ты их не видишь, потому что они спрятаны в В лесах. сосновом лесах, в сосновых лесах, да? На берегах водохранилища. По поводу тартар. Мясо должно быть относительно холодным. То есть оно не должно быть прямо из холодильника, оно должно быть чуть теплым, между градусов 10-12 для приготовления тартара. Тогда оно будет очень вкусно. То есть теплое мясо будет невкусно есть.
Ну и Ну, плюс надо его быстро И в съедать. нем но есть- размножается же Да. все. Чем теплее, тем... Ничего никто не размножается. Вот, Всё видите, нормально. Если разрушитель мифов, а? сын Какое Костя? мясо ел на майские, где был? Спрашивают. работал на майские, говядину ел в ресторане. Ну какие у меня Отработочка, да? майские. Вот. Многие замораживают мясо перед тем, как нарезают тартар. Для чего это делается? Ну, для того, Карпаччо, это проще Карпаччо. резать. Проще резать, Да, да. да. Я никогда не замораживаю, потому что структура мяса при заморозке, если это не шоковая заморозка, она меняется. Во-первых, кристаллики льда, которые влаги. Тут Это примерно одно и то же в в этом смысле, да. в любом куске мяса есть влага, естественно, мясной сок. При низкой температуре, там минус 20, не шоковый, они начинают увеличиваться и Ну, лёд забирают, расширяется, расширяется, рвет да. волокна и забирает все соки в себя, вот этот вот кусок. И он становится большим, а потом выходит. И вот вышел вот этот вкус мясной, и ты теряешь просто, И никуда не зашел. теряешь Так, просто ой, вкус очень мяса. много наклеек, Что такое? столько Что от такое? ролеток. Там А наклейки вопросы. считаются за вопросы? Нет. Можно ли готовить филе миньон из толстого края? Нет. Филе миньон, это же... Это вырезка, это Филе кусок миньон вырезки. это вырезка. Это Да. серединная часть вырезки. Это не просто название стейка, это название, да, вот стейк из определенной части. Ну, Так, и вопрос, мясо для тартара пропускают через мясорубку или же все делается ножом? Я делаю всегда ножом. Всегда все делается ножом. Всегда все делается Ты ножом. знаешь, делают. Вкусно, ну вкусно же ощущать вот именно Ты, волокна. если ты очень мелко нарежешь говядину, прям вот мелко-мелко-мелко, вот как я лук нарезал, ты не почувствуешь структуру мяса. Да. Мясо все-таки нужно жевать. Человеку даны зубы для того, чтобы он пережевывал, вгрызался в плоть, Да откусывал. И Мог подумать. Рвал зубами. бывает, многие дилетанты, которые приходят у нас с основой, естественно, и в том и в другом заведении, основа это альтернативные стейки, они, естественно, не такие мягкие и прям нежнейшие, как паштет, там, не знаю, куриный. Люди приходят, заказывают кусок мяса, говорят, а что он не жуется? Возвращают на кухню, повара там подрезали, попробовали, нормальный стейк. То есть, опять же, нужно людям, которые приходят в заведение, объяснить, что альтернатива не будет тебе прям идеально нежной, прям такой текстуры, как паштет. Ее нужно пожевать. Пожевать, и пока ты жуешь мясо, ты берешь, там, не знаю, хороший винчик, пьешь, общаешься, тогда и максимум удовольствия получаешь. Причем очень важно подобрать к мясу хороший напиток, потому что если будет насыщенный напиток, не знаю, какой-нибудь прям кисляк, и ты возьмешь какую-нибудь постную часть, вот как, допустим, тот же самый фланг, ты просто-напросто перебьешь весь вкус мяса, ты не получишь удовольствия ни от мяса, ни от напитка. Ты знаешь, я ел тартар, который пропущен через мясорубку. Бывают неплохие такие штуки. Ну, все-таки, не знаю, сейчас попробуешь, поймешь. Тут вот спрашивают тебя, будут ли выпуски Redmond's Kitchen с ребятами из Клик-Клак. Кто это? Ну это такие ребята-блогеры, которые занимаются всякой ересью, если так можно назвать. Бьют себя током. О, Господи. Ну, короче, такие новомодные чудаки. Нам таких не хватает. Так, что-то могу попробовать. Рассетка у нас недалеко, кстати. Нет вопросов? Ну как, есть, спрашивают нас, повара или любители. Я с девушкой часто готовлю куриное мясо. Перед окончательной зажаркой она делает такой замес. Майонез, соль и перец по вкусу. Ням. Нет, что-то, видимо, немного, что-то еще. Мне кажется, Да, это сверху ням. можно еще положить кольца лука, томат и залить все это большим количеством сыра, заставить в духовку и вообще... Кура по-французски. Да, Кура по-французски, да. Курица, кстати, не мясо, ребята. И стейком нельзя называть ни свинину, ни рыбу. Там пишут стейк из, там, не знаю, из форели. Или стейк из корня сельдерея. Стейк из баклажана. Нельзя. Стейк это только говядина. Это кусок говядины. И многие заведения... Стейк, куриный стейк. Ну неправильно. Назовите это филе. Ну, ой, вот неприятно. Как насчет соблюдения санитарных... О, вот это самый, наверное, не Давай. знаю, лучший или худший вопрос. Как насчет соблюдения санитарных правил можно работать с бородой? Ну, Ром работает не с бородой, а с мясом, но в бороде. Да? Рома очень тщательно причесывал вот- бороду. да, Где мы начался эфир, вы 10. видели. Это Мне там 10, бэкстейдж, да. Да. О, уже 6:43. Ничего, так время пролетело. Потом- Классно, сейчас Да, торопимся. надо 40 минут назад, перед тем, как началась съемка, у меня есть такая специальная расческа, я раз и вычищу. антибактериальный причем. Да, щетка, которая всегда со мной. Специализатором. Всегда со мной. Если ты следишь Синим светом за светит. собой, не чухонится, не бомж, с тебя ничего не будет падать. Понятное дело, что я ничего слова не Не, сказал? нормально все, да. У тебя ничего не будет падать, у тебя ничего не будет падать, если ты за собой следишь.
Но если ты ведешь себя безалаберно, не моешь руки, а многие спрашивают, почему я работаю без перчаток. На самом деле в перчатках работаю только на каких-то выездных мероприятиях, когда нету прямого доступа к раковине. Я вот не знаю, заметили, нет, я уже раз 5 за 40 минут успел помыть руки. У меня руки чище, чем у любого. Кто-то здесь заметил, находящего. сколько именно раз Рома подходил к раковине, получит от нас сертификат. Значок. Нет, сертификат на 3000 рублей в МИД Папец. Так, вопрос. Рома будет... Учился ли Рома на повара и где? Нет, не учился. Нет, можно так сказать, учился. Я еще до 2000 году, в 99 году мое первое было заведение, это столовая в лагере. Я там наливал компот, нарезал мясо и издевался над детьми. Когда, знаешь, И за налью это еще и платили тебе? 270 рублей в месяц. Какой соус подавать лучше к стейку из мраморной говядины? Любой, какой нравится. Я вообще говорю как. Если тебе нравится соус, Добавляй его. Добавляй Так говорит его. венгерская Да. пословица, да. да, есть такая? Конечно, да. Вот. На самом деле, я говорю, если соус вкусный, тот, который ты можешь макнуть кусочек хлеба и съесть, и тебе будет вкусно. Вот этот вкусный соус. К мясу отлично подходят зеленые соусы. 6-7 видов трав. Чимичури всякие Чимичури, там, да. шикарный соус. Если сейчас его Барбелёс. рассказать, 20 ингредиентов, Сливочное которые... масло. Можно растопить масло, добавить в него трюфеля. Можно... единственное, что кетчуп, майонез, я их уважаю, эти соусы. Если они, тем более, с собственного приготовления классные, вкусные. Сделайте лучше томатный соус на основе томатов в собственном соку. Протушите, добавьте специй, добавьте чеснока, лука, вина красного. Будет очень вкусно. Так, Подожди, а столовая была твоим единственным университетом? Вот, в пионерлагере? Нет, у меня очень много заведений было, но у меня не было звездных шефов, с которыми я работал, но моя школа, мой, грубо говоря, институт был в кухне Санкт-Петербурга. Я там год поработал, в другом месте год поработал, потом еще год поработал. Потом появился интернет, а не только книжки, и стало проще получать познания. Понятное дело, что я сейчас дальше хочу развиваться, я собираюсь сейчас накопить денег, поехать в Англию, в 2 заведения постажироваться, потом хочу поехать барбекю историю поизучать. Тоже при пионерлагере Верховный? Нет, уже там все по-взрослому. там эти не пионеры, Ну, бойскауты. скауты, да. Да, тут, смотрите, ребят, быстро вкратце расскажу, что у нас здесь происходило. Рубленая говядина. Серега добавил сок лайма, ворчестер, посолил, поперчил. Добавил как раз-таки тот тушеный лук с каперсами. Вот это вот огурцы, просто мелко порезанные огурцы, которые подчеркнут и дадут свежесть блюду с чесноком, оливковым маслом и чили-перцем. То есть, когда все в совокупности, это будет прям вот взрыв во рту. Надо все перемешать? Да, можно все перемешивать, но мы выкладываем обычно тартар так, чтобы человек мог попробовать, может ему не понравятся огурцы, может он не любит острые. Обычно так выкладывается. И соус айоли, это такая похожая история на майонез, Но только чесноком. только с чесноком, да. По сути, это чеснок, сок лимона, желтки. обычный, дядь. Хорошие? Нормально. Ром, хороший тут вопрос. Слушай, где поучиться на мясника в Петербурге? Потому что все уже разделано и приходит в рестораны, увы. А человек хочет научиться, делать это сам. Полосное яйцо, достанем тут желток и сверху добавим тартар. Ром, где можно поучиться в Петербурге на мясника? В Петербурге на мясника Да, на правильную разделку мяса. нигде. Нигде, поэтому я вот еду сейчас в Англию на стажировку в 2 заведения и в магазин, который как раз таки занимается разделкой туш. В Москве, в принципе, можно, но это стоит будет недешево. Есть Петя, мясник такой, работает Юнус, деликатесен. Он больше, соответственно, мясник, а не повар. Он хорошо готовит, но он про мясо, про анатомию мяса знает раз в 5 лучше меня, потому что он несколько месяцев простажировался и разделал очень много туш. На самом деле это дорогостоящая история. Первое, во-первых, тебе нужно туша в 300-400 килограмм. Во-вторых, тебе нужен человек, который будет контролировать постоянно разделку мяса, потому что эту же тушу нужно будет разделать и еще, естественно, продать. В-третьих, это тяжело. Это тяжело. Лучше, мне кажется, устроиться на какой-нибудь завод Мираторга либо Prime Beef, и там как раз-таки всю эту историю А их изучить. учат, да. А их, да, и учат. А ты вот поучишься в Англии, ты будешь потом учить кого-нибудь? Да, да. Ну, я, конечно, Но за большие деньги, да? всего успеть не могу в жизни, она, не знаю, грустно не будет. Короткая, надо успеть все, вот, но максимально информации хочу получить про мясо, а изучать его можно, мне кажется, как любое другое искусство, вечно. Нет предела совершенства. Владимир Налецкий спрашивает, правда ли, что при добавлении продуктов, содержащих кислоту при жарке мяса, волокна мяса размягчаются и становятся, соответственно, мягче? Нет.
Тоже миф, если хорошая говядина, то не нужно никакой кислотности в нее добавлять. Как мы проверяем говядину? Нам иногда приходит недозревшее мясо. У любого куска мяса есть срок годности свой, и мы выкладываем мясо в камеру и дожидаемся, не окончания срока годности, а там за 5, за 7 дней до конца срока годности. Соответственно, после вскрытия упаковки мясо все пронюхиваем. Если есть какой-то... Пронюхиваете? Пронюхиваем, так Это сказать. называется процесс пронюхивания, называется пронюхивание. Ну это как ты дома берешь бутылку молока, открываешь, ты смотришь, у нее Да, что ему станет, что ему будет, оно в холодильнике хранилось. Ну нет, любой продукт может Это использоваться. анекдот. Да, я просто не в курсе. Мария рассказала, что А, 95% пищевых отравлений происходит именно вот по этой причине. Начинается с этих слов. Да. Вот, естественно, мы нюхаем, все хорошо с мясом, мы его разделаем. Бывают такие случаи, бывают такие случаи, когда ты вскрываешь упаковку и неприятный запах. Такое мясо у нас, конечно, производство не идет, потому что, опять же, И никакая кислота ему не поможет. никакая кислота. Нет, может ему нам поможет, но та же самая сода, которая убивает и размягчает мясо. Там куча, не знаю, винного какого-нибудь белого уксуса добавить, и ты все бактерии убьешь. Но мы так не делаем. Давайте есть тартар. Давайте есть тартар. Давайте есть Работали ли с лосятиной, как готовить лосятину, чтобы мясо У меня, было кстати, мягким? в морозилке. Нам Я из эстонского выпуска вопрос забежал. недавно был в Красноярске, и мне знакомый мой презентовал лосятину, вырезку. Она лежит сейчас в морозилке. Я вот сейчас приеду обратно в Петербург, буду ее пробовать. Один раз готовил лосятину, с дичью на самом деле мало успел поработать, по причине того, что нормальной дичи не всегда можно достать, так живя и работая в крупных городах, потому что где здесь ближайший лес, где можно отлавливать дичь? Мне потом серьезно. Лосиный остров. Мне потом пишут в комментарии, мне гадости пишут в личку. Что такое? Что я Про все что? время после 6 ем. Вот это можно, кстати, есть после Да и я 6. все... Все можно есть после 6. Я тебе уверяю, это не Всё, последнее, я что я отсюда уже сегодня начал после есть. 6 Начал есть. съем. А может быть и мы одну отдадим нашим ронящим слюни коллегам, а с тобой как-то двумя разными вилками. Будь человеком. Хорошо. Да, на самом деле про мясо можно разговаривать очень много. Мне кажется, мы сейчас только 5% вообще от всех рассказов, которые я могу донести до людей, И это причем зацепили. при том, что Рома еще не был в Англии. Да, и все знают, что такое Black Angus, но никто не догадывается о том, что есть порядка 30 видов мясных пород коров, бычков. Я еще Клиффорда знаю. Ну да, и они плохо у нас приживаются, и такие немного капризные, и плохо набирают вес в наших широтах. Тартар. Тартар. Давайте отведаем. Сырой нарезанный фланг-стейк с разными добавками. Если тартар заправить трюфельным маслом, она не вскроет какие-то вкусовые качества говядины? Хороший вопрос. Если прям внутрь добавить трюфельное масло, то лучше не надо. Но если есть свежий трюфель, можно на тартар чуть-чуть стружку трюфеля покрыть. О, Будет у нас очень же есть вкусно. этот. Вот еще. У нас есть наши любимые травки, вегетарианские. У нас салатная смесь. Еда, которая отлично подойдет, я думаю. Мясо. Слушайте, очень мясо. упорный Максим, мне кажется, этот вопрос что я третий раз. Подскажи, как подготовить острый соус из свинины или курицы. Приятного вам всем аппетита. Спасибо большое, Максим. Очень, очень просто. Идешь в хороший магазин, покупаешь соус чимичуря. Шрирача. Шрирача. Срирача еще правильно называют. Отличный соус, но если у тебя нет возможности... Максим, да, его зовут? Да. Максим, дойти до нормального магазина, ты живешь где-нибудь в глубинке, возьми чили-перец, чеснок, винный белый уксус, оливковое масло, закинь все это в блендер, пробленди и подержи 2 дня в тепле. Или просто вина. Потому что откуда белый винный уксус в глубинке? Яблочный уксус. Ну, Да, нет, в глубинках был в Мурманске, мне было сложно, тяжело. Тяжело было найти обычный чили-перец. Нигде его не было. Так, Артем тоже пожелал нам приятного аппетита. Как вкуснее приготовить баранину? С бараниной любишь работать? не очень люблю баранину. Не знаю, почему не нравится баранина. Единственное, то корейку баранину, не более того. Не знаю, почему не люблю баранину. Не люблю грузинскую кухню. Люблю, но редко. То есть, не мое, не знаю. выдает, а? Ну что? Удивительно просто. Как можно не любить грузинскую Любая. кухню? Вы же москвичи, я сейчас не забываю. Здесь на каждом углу грузинский ресторан. Мы вообще В Питере, на самом деле, мы хинкали зависимые. 2-3 заведения хороших в Питере. Здесь я удивился, когда приехал первый раз в Москву. А, то есть Грузинский несколько раз ресторан, ты приход- ты- грузинский да. на грузинский Ага. погоняет. Что происходит здесь? Нам, может, какие-то... То есть эти несколько раз, когда... Это вот Это сангрита. сейчас рюмки. Да. Ну, это можно назвать премикс на Блади Мэри. Можно назвать сангритой. Там сельдерей, специи. Как говорит
венгерская пословица, как хочешь, так и назови. То есть, несколько раз, когда ты любишь грузинскую кухню, они приходятся на твои приезды в Москву, да? Да. Да? Ты был там в Читаре? Нет. Но Это просто вообще. Денис, а можно у тебя вот сделать такое же движение, только здесь? Оно немножко оживит кадр. У нас кроме такого нет. Пишет Это Максим. вегетарианец идет. Он в максимальной защите. Это называется «Глюк, я твой отец». Рома, с каким мясом ты любишь работать и почему? С говядиной? куда ему тартар? Еще раз какой вопрос? С каким ты любишь мясом работать и почему? Ну ты, по-моему, все Ну да, ну подключился, видимо, позже, сейчас очень долго рассказываю. Так, нам нужно выбирать, на самом деле, самые классные вопросы и самые дурацкие. Давайте вот сначала сделаем что-нибудь вот с этим Давай, прекрасным... смотри. Соус. с этими Расскажи, косточками. какое быстро заведение оставило в России у тебя самое яркое впечатление? Москва. Бир Хэппенет. Хэппенс. Хэппенс, да, я все время Хэппенс. Щеки какие там говяжьи. Да, очень вкусная, так как я еще люблю крафтовые напитки. Можно ложечку маленькую, чайную. IQ Kitchen. Эйки. AQ Kitchen. Жданова. Что у нас там еще? Как вас обиделся только что. Не, просто на кухне IQ Kitchen работают, да, повара с высоким IQ, поэтому ты так сказал, IQ Kitchen, да? Да. В Питере, если брать, то Блинова, Тартар, Бордо, Гастробар. Ага. А вот не Москва, не Питер, не столица, если. Да, если не Москва, не Столица. Питер, не столица. Перефразирую я слова Марии. Я был в Орле, Честер Паб, классное заведение. В Вологде библиотека. Хорошее у тебя путешествие. В Ульяновске Гонза-бар. И я больше по барам хожу. Я понял уже это, да? Я, на самом деле, больше, когда путешествую по Европе, хожу в разные заведения. То есть я помимо отдыха, я еще... У меня жена дизайнер, а я повар. Она дизайнер интерьеров заведений. И мы максимально стараемся посетить... На работе познакомились? Да, почти. Так, смотри, как это ест. Соус. Так. Берешь кость. Единственное, что она может быть горячая, аккуратно. Выкладываешь так вот костный мозг. Это я люблю, конечно. Берешь так. Откусываешь. А я сейчас повторю. Подожди, а дальше Не, что дальше, надо? дальше. Кусаешь. Подожди, кусаешь, выпиваешь. Это безалкогольный напиток, но очень Подожди, вкусный. я запомнил этот звук, сейчас Через попробую косточку его шеф. воспроизвести. Через косточку мы сейчас себя обселимся. В прямом эфире причем. Ну, через косточку тут нет главного напитка, который как раз-таки весь жирочек собирает. Холодный Так. напиток из агавы. Мария, После я тебе того, сейчас как- дам. Я сама себе сделаю. Хорошо. Ты запомнила звук, который сказал Рома? Это необходимая часть ритуала. А какой звук ты издал? Сейчас я попробую воспроизвести. А, да? Да. Я даже не обратил внимания, какой звук издал. Ага. Получилось, да? Классная штука у нас. Вкусно, да? Вот таких 3 бутерброда съедаешь, и все, ты сытый. Главное, это полезно. И это супер деликатес. Я все У думаю. меня слюнки потекли, пишет Ксения Романова. Ну, что-то удивительного-то вообще. Классный соус очень подходит к этой штуке. А нет, это не соус, это сангрия. Сангрита. Ну, и можно, в принципе, назвать соусом, как соус. Я подумал, что это от того, что на хлебе. Итак, лучшие и худшие вопросы. И- Давай сейчас посмотрим. Да. Самый вкусный вот для Романа это вопрос, который мы пропустили, а он хороший. Он, кстати, неплохой. Да, Да. на самом деле вкус у меня зачастую меняется, и когда-то мне нравился очень фланг в качестве стейка. Сейчас мне нравится фланг в качестве тартара. Потом мне он разонравился, и мне понравилась диафрагма, скёрт. Это Да. внутренние мышцы, которые там все сдерживают. Вот, потом мне надоела диафрагма, ну, скёрт стейк, другое название. Мне понравилась пиканья за ее большую прослойку жира, который как раз-таки очень вкусный и хрустящий, если его сильно зажарить. Ну вот, сейчас мне нравится топ-бат, это топ-сирлойн, это, ну, что-то похожее на вырезку, Вверх но попы. другая структура и другой вкус. Топ-бат. Топ-бат так и называется. Вверх- Его еще бейсбол называют, стейк.
Мне нравится Можно ли дилетантский готовить вопрос. филе миньон из толстого края? Можно Это ли вот- приготовить толстый край из тонкого края? Нет, филе миньон из толстого края, это надо человеку подарить, чтобы он пришел в... А нет филе миньонов? У нас нет филе миньонов, но есть толстый Вот край. именно, И он чтобы придет, человек ему всё понял, расскажет. да, вот, Сергей Прописнов, вы получаете... Мы с вами Сергей свяжемся, Прописнов да. Из Питера, ой, из Москвы, надеюсь, ты? Ну, приедет. Вот, честь и хвала. Вам, Сергей Прописнов, так написано... Нет, вашей фамилии здесь пока нет, но вот. Это вам, чтобы вы поняли, чем отличается толстый край от филе миньона. Вам об этом расскажут. Давайте человеку из электростали, у которого белого винного уксуса Из электроуглей. нет, Белого вина. подарим сертификат, и он приедет в Москву. Это же Подмосковье, он точно Электросталь? приедет. Электроугли. Он очень много, Два разных города. задавал вопросов. Все, И был хорошо, активный. хорошо. Давайте найдем, как он нас Заодно зовут. купит белый винный уксус. В Москве это продается. Карпышев. Да, Максим Карпышев, вы приглашаетесь в Москву из электроуглей. Приезжайте к нам за белым винным уксусом. Да. Так, Алексею Егорову можно просит отправить ему кусочек мяса. кусочек мяса мы, кстати, стейки с собой не готовим. И стейки Волдан не готовим. Ну, а как, конечно. Вот видишь, зачем? меня опять ругают. Говорят, девушка, хватит есть. У нас есть что-нибудь к Андрей самому Петров. гаду? Давайте. Андрей, О, Петров, смотри, не смотри. стоп. Андрей Петров, найди себе девушку и говори, хватит есть, Класс. просто следи за ней. Мне одному кажется, что у мужика в очках на лбу сердечко из волос. Нет, вы не одиноки. Вот, почему не готовим, тоже важная такая история, которая хочется донести всем людям. Почему не готовятся стейки Волдан и не готовятся стейки с собой? Стейки с собой не готовятся по причине того, что через 5 минут уже не будет ни стейк, причем если он упакован в упаковку, Там все, там уже все конденсат. конденсат, да, это превращается, ну как мороженое с собой нельзя сделать и принести. Там, Ну, это можно использовать в качестве подошвы, там, Да, шлепанцев. по-моему, моськи так нашли. Да, да, Стейк да. Волдан почему не готовится? Потому что некоторые... Не ешь после 6. Часть ешь после 6, просто парным стейком принес, отшлепал. Стейки Волдан почему нельзя есть? Потому что весь вкус во время жарки уходит, вся сочность уходит, стейк становится жестким. Да, в некоторых заведениях готовят стейк Волдан, потому что, типа, наши гости, наше все. Просят. Но мы не в Москве, не в Мидпапец, не в Митерии Чак, мы стейки Волдан не готовим. Даже было несколько раз в Рубине, когда мне пришлось уходить. И, ну, в Питере более понятливый народ, в Москве народ, у которого там в кармане 20 тысяч рублей, значит, он король. Он говорит, я тебе вот 5 тысяч кладу, давай готовь. Ага. Я говорю, я не буду готовить. Я туда к тебе больше не приду. Пожалуйста, не мой гость. Все. Он обиделся. И больше не приходил? Нет, он стал приходить, Ага. и после этого стал есть минимальные прожарки мяса, потому что он сказал, бля, спасибо тебе. Бля, спасибо тебе, ты научил меня есть мясо. Он назвал тебя тлей. Ты научил меня есть мясо, это реально вкусно. И многие повара соглашаются готовить стейк Волдан. Это то же самое, что хороший бармен с каким-нибудь там 18-летним бурбоном. А ему говоришь, ромколом. Да, сделай мне, пожалуйста, с колой. И вот 18 лет просто тремя секундами просто бух. Вот Кирилл Пшеничников, претендент на футболку. Я не из Москвы, буду рад футболке. Задавать свои вопросы про название фланга на совке и классическую музыку для коров и бычков. Пожалуйста. Мы не жадные. Да. Давай ему. Все. Подарки розданы. Тут еще вопрос, где купить такие фартуки. Фартуки у нас одной и той же фирмы. Мистер Мурка. Вы говорите, фамилия. Набирайте. Мистер Мурка – это питерская контора, сделанная питерскими барменами из Эль Капитас. Вот у Ромы эта модель называется ультрарусский. Здесь все ультрарусское, поэтому да. он так и называется. Купола, Москва, Петербург И черепа. и черепа. Да. Вот. Так, что у нас? Что? Кирилл обрадовался. Когда нам ждать новых выпусков Redman's Kitchen о шашлыках? Шашлыка. О шашлыках. Ты не ошибся. Так и ладно. написано. О Да, шашлыках. мы сейчас командой нашей собираемся с новыми силами. По причине того, что я постоянно был в разъездах, не было возможности приехать и все как классно, красиво отснять. Выпуски будут скоро. Будут скоро и будет очень интересно, и будут с разными классными ребятами, которых я приглашу. Лучшими шашлычниками. Да, ну кто может не знает, у меня России. есть свой канал на ютубе, там 1070, не знаю, 8. На YouTube Redman's Kitchen. Да, Redman's Kitchen ищите, я иногда выпускаю ролики с простыми, хорошими, вкусными кулинарными шедеврами. Все, отвечай на последний вопрос и все. Давай. Какие топовые стейки в вашем заведении из альтернативы? Какие лучше всего Сам ты что Да. постоянно ешь? Юрий, Это два я не разных могу, вопроса. я не знаю, какие у тебя вкусовые предпочтения, я не знаю, что ты любишь, поэтому приди, начни с фланка. Нет, он спрашивает, А что топовые? лучше всего продается.
в Meat Puppets и Серега, вот Серега, шеф Meat Puppets, ему проще будет ответить. Flat Iron, потому что он очень хорошо прожаривается, а приходят люди, которые просят, пожарьте мне посильнее, а мы не жарим well done. Ну, как можете. Его можно хорошо прожарить, он тоненький на самом деле. Flat И очень Iron вкусно. это лопатка. Лопатка по-другому разобранная, в отличие от того же самого стейка. А сам ты Топ. что? Сам, Ну, я я задаю, ну помню, это что ты сложно. любишь Я разное. задаю вопрос обычно такой: интересный, жирный, постный или простой? И 4 наводящих вопроса, человек говорит, хочу жирный. Все, у меня есть, грубо говоря, в голове. Вот сколько жирных, пожалуйста. Жирных да, стейков, не пожалуйста, знаю, да. А человек. какое блюдо ты сам ешь чаще всего в Meat Puppets? В Meat Puppets я люблю с горьким пенным напитком есть чак-ролл. Если я хочу прям вот так вот насытиться, если хочу просто перекусить, то это бейсбол, либо можно еще взять скёрт-стейк. либо 3-4 килограмма скотстейка. Вот и все. И пару костей. Да, и пару костей да, мозговых. Все, пока-пока. Пока-пока. Ешьте правильные стейки, ходите в правильные заведения, любите Мясо. своих жен, мясо, жен, детей, родных. Подписывайтесь там на все, что Порядок можно. произвольный, да? Жен, мясо. Все подряд. Все смешалось, кони, люди. Все, пока-пока. С вами был Рома Редман и Сергей Квасов из Meat Puppets и Чак, Митерия. Redman's Москва, Kitchen. Санкт-Петербург. Пока-пока.